Несмотря на силу и ресурсность современного человека, все же порой нуждается в помощи психотерапевтов. Давайте поговорим об этом сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Наталья Тулбаева, главный врач Республиканского психотерапевтического центра, главный внештатный специалист-психотерапевт Министерства здравоохранения Башкортостана. Здравствуйте. Наталья Рифовна, вот сегодня мы с вами будем обсуждать одну из таких вот тем, которая очень актуальна, востребована. И действительно ли современный человек, может быть, гораздо чаще сейчас нуждается в помощи психотерапевта, нежели, может быть, несколько лет назад? Да, действительно. Востребованность психологической, психотерапевтической помощи, она возрастает с каждым годом. Особый интерес и особый пик того, что людям понадобилась помощь психолога, врача-психотерапевта, возникла в 2020 году, когда после перенесенного ковида у многих людей появлялась и застаивалась тревога, появлялись панические состояния, появлялись стойкие нарушения сна, которые неизбежно требовали оказания помощи. И вот тогда-то мы уже и почувствовали, насколько востребована помощь, которую может оказать квалифицированный врач-психотерапевт, либо медицинский или клинический психолог. Кому лучше обращаться вот в таких случаях? Как вообще выбирать психотерапевта, специалиста? Потому что, давайте назовем вещи своими именами. Если хирург, понятно, что он режет, видно кровь и так далее, то в душе-то не видно. Это же самая невидимая работа. И здесь, мне кажется, очень можно серьезно наследить. Да, действительно, спектр специалистов, которые оказывают психологическую помощь, либо психотерапевтическую, он очень велик. И поэтому, прежде чем выбрать специалиста, к которому вы обратитесь со своим запросом, конечно, надо сначала изучить резюме этого специалиста, посмотреть, что он заканчивал, в какой специальности, подспециальности он имеет подготовку свою, какой у него стаж работы, с кем ему проще общаться, либо это семейная психотерапия, либо это психотерапия каких-то вот душевных состояний, прямо узконаправленных. И, конечно, почувствовать, насколько это специалист твой даже по внешнему виду. Нельзя обращаться к психологу, либо к врачу, психотерапевту без получения вот этих вот предварительных данных. Наталья Рифовна, вот не могу вас, как у специалиста, не спросить о том, что сейчас, давайте будем называть вещи своими именами, появилось очень много специалистов, а некоторых, может быть, можно и в кавычки внести в этот список, потому что есть и люди, которые за 3 месяца освоят курс нейрографики и считают себя психологами. Нейрографика, различные метафорические карты. Я, конечно же, все направления сейчас не назову. Вот можно ли к таким специалистам обращаться? Могут ли они вообще себя называть специалистами? Есть понятие психолог и есть понятие клинический, медицинский психолог. Конечно, если возникает проблема, которая касается состояния души, то необходимо обращаться к клиническим, медицинским психологам. Те, кто прошли либо первичную подготовку, либо переподготовку с основами медицинской психологии, где разбирают как норму души, так и, скажем так, ту патологию, которая может встречаться. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что уровень клинических психологов, он значительно выше, нежели чем психолога, который овладел только одним направлением психологии. Наталья Рифовна, и как часто к вам обращаются сейчас именно в ваш центр люди, с какими вопросами обращаются? Востребованность очень высокая. Меня радует, что люди перестали бояться приставки «психо», исчез вот тот страх, и люди четко понимают, что есть психиатрия, а есть психотерапия, которая более гуманна, куда можно обратиться с любой проблемой и после стабилизации состояния вернуться точно так же в привычный социум, в привычную работу, в привычную жизнь, не переживая, что это может каким-то образом отразиться на тех аспектах жизни, которые прямо вот жизненно необходимы.
Обращаются с проблемами депрессии, обращаются с проблемами тревоги. Очень часто обращаются с проблемами потери близких своих, либо с проблемами, которые возникают на фоне каких-либо остро возникающих, жизнеугрожающих стрессовых ситуаций. Сейчас наш контингент пациентов, которые к нам обращаются, я назову их пациентами, потому что мы медицинское учреждение, он пополняется и нашими бойцами, нашими мужчинами, которые принимают участие в специальной военной операции, а также их ближним окружением. Это жены, это дети, это мамы, это иногда, может быть, не такого ближнего родства люди, но тем не менее, которые остро переживают за судьбу своих мужчин, которые находятся за ленточкой. Какую помощь вы им оказываете? Спектр очень тоже велик, потому что, естественно, это психологическая помощь, это работа медицинского психолога, как индивидуально, разбирая конкретную проблему, так и в группе, потому что иногда некоторые состояния легче переживаются, проживаются при групповом занятии. Это медикаментозная терапия, потому что подчас состояние одной только коррекции психолога невозможно устранить. Это обязательно включение физиотерапевтических процедур. У нас замечательное физиотерапевтическое отделение, где проводятся водные процедуры, это бассейн, это различные ванны, это классический душ Шарко, который точно так же снимает и мышечный спазм, и стабилизирует состояние нервной системы. Это различные электропроцедуры, это цветотерапия и много-много еще чего. И, конечно, мы используем природные возможности. Это прогулки на свежем воздухе совместно с доктором, либо с медицинским психологом, где можно совершенно спокойно точно так же проработать проблему, которая возникла и которая тяготит. Но в условиях свежего воздуха, в условиях красоты, которая сейчас у нас по весне особо проявляется, это получается гораздо быстрее. То есть обращаются сейчас именно военнослужащие, которые прошли специальную военную операцию, и вы помогаете им пережить какие-то события. Ну, безусловно, это непростое событие, это непростой этап, и вы помогаете. Есть уже случаи, кому действительно помогли? Понятно, что без имен. Да, конечно. У нас есть бойцы, которые завершили свои боевые действия. Есть бойцы, которые приезжают в период отпуска и проходят определенную адаптацию для того, чтобы вернуться к боевым условиям, но более в спокойном, в стабильном состоянии. И есть ребята, которые, скажем так, были комиссованы по состоянию здоровья, которые прошли лечение в госпиталях и потом приехали к нам на психологическую адаптацию. Вы говорили о том, что помогаете не только самим бойцам, но также их близким, родным. Вот какие у них вопросы возникают? Как вы им помогаете? Помощь, она аналогична, что и самим действующим или комиссованным участникам специальной военной операции. Просто у жен, у матерей есть тревога, есть подавленное настроение. Иногда есть потеря привычного ритма и привычного образа жизни, когда я не знаю, что делать. У меня все из рук валится. Я думаю только о нем и как он там. И не могу сосредоточиться на своих детях, на том, что я должна идти работать. Многие жалуются на то, что они не могут спать. Многие из женщин говорят о том, что у них пропадает аппетит. То есть появляется именно вся клиника тревожно-депрессивного состояния. И, конечно, здесь обязательно работа психолога. Мы учим справляться с этим состоянием. Мы говорим о том, что вот эта вот духовная нить, она сохраняется. И ваш мужчина чувствует то же самое, что вы переживаете здесь. Но ему нужно более ровное и стабильное состояние на передовой. Поэтому от душевного состояния вас зависит то, как чувствует себя он. Как можно к вам прийти, как можно получить эту помощь? И, может быть, это нужно по направлению куда-то попасть. Вот как это происходит?
Если говорить о Республиканском клиническом психотерапевтическом центре, то направление не нужно. Любой человек, который чувствует какую-то потребность в общении с психологом, либо он чувствует, что у него его душевное состояние изменилось и есть какие-то проявления, которые ему очень сильно мешают, либо его тревожат, может обратиться по телефону 285 7707 и записаться к врачу-специалисту на прием для того, чтобы дальше уже решить, каким образом он будет получать помощь. Либо это будет амбулаторно, либо это будет стационарно, в круглосуточном стационаре, либо, если есть такая возможность, это будет дневной стационар. В течение дня человек получает медикаментозную и психологическую физиотерапевтическую помощь, а в вечернее время он возвращается к своим привычным домашним условиям. Точно так же по этому же номеру можно записаться к специалисту, который окажет помощь деткам, потому что детки тоже реагируют на уход папы на специальную военную операцию. У многих меняется поведение, они становятся хулиганистами. Многие, наоборот, замыкаются в себе и начинают хуже справляться с учебой. У многих возникают конфликты со сверстниками. У кого-то, если раньше были проблемы с речью, обостряется заикание, логоневроз. Ну и другие проявления, с которыми мы тоже помогаем справиться деткам. Если это касается оказания психологической и психотерапевтической помощи жителям республики, то они, конечно, могут обратиться либо к нам, либо по месту жительства. В прошлом году было открыто 40 кабинетов медико-психологического консультирования в медицинских организациях республики, где психолог точно так же оказывает помощь в том объеме, который он может выполнить. Кроме того, в 16 медицинских организациях нашей республики есть кабинеты психотерапевта, куда жители тоже могут обратиться и получить помощь. О той информации, где, в какой медорганизации, в каком районе есть эти кабинеты, можно ознакомиться на сайте Республиканского клинического психологического центра. У нас есть баннер «Своих не бросаем». И если нажать на него курсором, то будет прям подробная информация и о нас, и о медорганизациях, где работают врачи-психотерапевты и клинические психологи. Наталья Рифовна, спасибо огромное, что вы рассказали о том, что с проблемами души тоже можно справляться. И главное, вы рассказали, каким образом это можно сделать, что можно обратиться к вам или найти какой-либо кабинет в медорганизации. И я думаю, что по нашей информации еще будут звонки, и, может быть, кто-то к вам обратится. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня в гостях у нас была Наталья Тулбаева. Это главный врач Республиканского психотерапевтического центра. Спасибо, что были с нами.